В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале озвучу основные темы уходящего дня. В Якутии паромная переправа «Жатай-Техтюр» осуществляет грузовые перевозки через реку Лену. Рейсы выполняются по мере заполнения баржи. Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В Якутске торжественно наградили сотрудников МВД. Новый цех по убою скота открылся в селе Хатасы. Предприятие проводит полный цикл первичной переработки мяса. Узнаем подробности. Интенсив «Свой бизнес» стартовал в Якутске. Образовательная программа предназначена для ветеранов СВО. Узнаем подробности о программе. В СФФУ открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения ученого профессора Николая Самсонова. Экспозиция собрала уникальные архивные материалы. Отделение Социального фонда России по Якутии опровергло слухи о необходимости отказа от получения пенсий в цифровых рублях. В ведомстве подчеркивают, что действующее законодательство не предусматривает выплату пенсий в цифровой валюте. Пенсии по-прежнему доставляются двумя способами – перечислением на карту МИР через банк или через отделение почтовой связи с доставкой на дом. Гражданам не требуется подавать каких-либо заявлений об отказе от использования цифровых рублей. Цифровой рубль является добровольной формой национальной валюты, которая будет выпускаться на платформе Банка России. Цифровые кошельки будут открываться только по желанию пользователя. Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах Якутска продлен. Решение принято санитарно-противоэпидемиологической комиссией города 10 ноября. Ограничения, ранее действовавшие с 5 по 10 ноября, теперь продлены с 11 по 15 ноября, включительно для школьников с 1 по 11 классы. Карантин распространяется на все школы города, а также на работу кружков, секций, дополнительных занятий и других мероприятий для школьников. В Якутии паромная переправа «Жатай-Техтюр» осуществляет грузовые перевозки через реку Лену. Рейсы выполняются по мере заполнения баржи «Жатай-1», которая вмещает до 100 легковых или 25 грузовых автомобилей. В настоящее время скопления транспорта на переправе нет. Минтранс Якутии рекомендует водителям иметь при себе запасы топлива, еды и воды, так как возможно длительное ожидание. Также ежедневно с 7 утра до 7 вечера по маршруту Якутск-Нижний Бестяг курсируют суда на воздушных подушках «Хивус». Глава Якутии Арсен Николаев утвердил актуализированную стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года с долгосрочным введением до 2050 года. Документ синхронизирован с федеральными и региональными планами, учитывает поручение президента России по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обновленная стратегия включает цели по развитию арктической биоэкономики, обеспечению технологической независимости и продовольственной безопасности. К 2035 году планируется удвоить местное производство, увеличить долю креативных индустрий до 2,5%, повысить ВРП в 1,5 раза и вдвое снизить уровень бедности. Есть очевидные вызовы, связанные с развитием общей мировой обстановки и с развитием сырьевых рынков, например, отдельных. Поэтому все это должно быть учтено в новой стратегии, и при ее разработке вот эти новые вызовы и новые возможности также учтены. Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В Якутске состоялся торжественный вечер вручения наград сотрудникам МВД по республике. Представители ведомства получили награды за личные героические поступки, высокий профессионализм и добросовестную службу. Особое внимание было уделено сотрудникам, проявившим мужество при исполнении служебного долга, а также памяти ветеранов и защитников Отечества. С приветственным словом выступил министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко, который вручил государственные и ведомственные награды. В этот день я хочу поздравить всех офицеров, личный состав, ветеранов с профессиональным праздником, всех тех, кто служит, кто служил и оказывает нам помощь. Только благодаря, когда надежный тыл,
у наших коллег все получается. Поэтому с праздником, всего самого хорошего. Названа предварительная причина пожара в деревянном доме по улице Халтурина. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Чтобы не допустить подобные случаи, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в жилых секторах. Подробнее об этом в сюжете Лилии Бурцевой. С наступлением морозов увеличился риск возникновения пожаров, причинами которых являются использование неисправных, самодельных или самостоятельно отремонтированных электроприборов, а также излишняя нагрузка на старую и изношенную электропроводку. В целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров, повышения уровня защищенности необходимо устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели GSM-модуля. Состояние аварийных домов и неосведомленность граждан о правилах безопасности – настоящая трагедия, которая может обернуться ужасными последствиями. Мы живем в мире, где каждая искра может стать причиной огненной стихии, угрожающей не только имуществу, но и самому ценному – жизни людей. Сотрудники напоминают гражданам о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности, то есть не оставлять электроприборы без присмотра. Также напоминают детям о правилах пожарной безопасности. Одной из самых частых причин пожаров в домах-квартирах является возгорание электропроводки. Постоянное использование новой бытовой техники приводит к увеличению нагрузки электроэнергии. Многие дома и квартиры не справляются с такой нагрузкой. Именно поэтому стоит перед покупкой новой мощной техники задуматься, выдержит ли ваша проводка эту нагрузку и не стоит ли ее заменить. Основными причинами возникновения пожаров у нас является электрооборудование, неисправность электрооборудования и оставление электрооборудования в ночное время и так далее. Неисправность своих же электрооборудований надо проверять чаще. С начала года на территории Якутска зарегистрировано почти 600 пожаров, в результате которых не стало 11 человек. В связи с увеличением числа пожаров важно помнить, что профилактика – ключ к безопасности, особенно для деревянного жилфонда, подверженного высоким рискам возгорания. Лилия Бурцева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Так, на протяжении более 300 лет доблестные полицейские стоят на страже правопорядка. Об одном из сотрудников, проявившем героизм, и пойдет речь в нашем следующем материале. В скромно улыбающемся молодом человеке не сразу разглядишь героя. Якутянин Максим Бубенчиков – обладатель медали за спасение погибавших. За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях указом президента Российской Федерации медалью за спасение погибавших награжден подполковник полиции Бубенчиков Максим Николаевич, заместитель командира батальона Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции МВД по Республике Саха, Якутия. Перенесемся назад в 27 октября 2023 года и вспомним, как все было. Тогда в центре Якутска вспыхнул пожар. Одним из первых на место возгорания прибыл заместитель командира батальона ГАИ Якутии Максим Бубенчиков. Проявив самоотверженность, подполковник полиции бросился в самое пекло. Заметил, как с окна данного административного здания, из окна начинает исходить густой дым. Зашел в здание, и непосредственно начал оповещать граждан о том, что нужно немедленно покинуть здание. И далее уже совместно с пожарными произвели эвакуацию остальных уже всех людей. Максим Николаевич с самого детства задумывался над вопросом, кем хочу стать. Но, как говорится, гены победили. Ведь перед глазами пример отца, отдавшего службе уголовного розыска более 20 лет. Прямо такой сильной цели не было, что именно пойду в ГАИ, в органы работать. Принял решение уже в подростковом возрасте прийти на службу и продолжить династию. Пока неизвестно, продолжит ли сын подполковника ратный путь семейной династии. Но точно известно, что наш герой приучает мальчика к мужскому делу. У меня сын, ему сейчас 9 лет, ходит во 2 класс. С ним обычно в выходные дни стараемся тоже выезжать на природу, на дачу, проводить вместе время в каких-то парке культуры и отдыха, либо культурных центрах. Как и многие сотрудники правоохранительных органов, Максим Бубенчиков не привык к славе и почету. Профессионализм заместителя командира батальона отмечают его коллеги. Всегда он впереди у нас, везде, во всех мероприятиях, где сопровождение требуется. Он везде работает у нас. Еще повторюсь,
примером себя показывает, постоянно грамотный сотрудник. Не погоны красят мужчину, а его скромность. Наш якутский герой не исключение. Несмотря на высокую награду, Максим Бубенчиков остается верен своему специальному батальону из своей родной республики. Николай Коровин, Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Кроме того, в Якутске наградили старшего сержанта полиции Прокопия Кириллина за спасение человека, провалившегося под лед. Он был удостоен ведомственной медали от министра внутренних дел Владимира Колокольцева за смелость во имя спасения. Прошлой зимой во время рыбалки в Канкаласах он заметил мужчину, оказавшегося в воде, и без колебаний бросился на помощь. С помощью подручных средств он вытащил пострадавшего и сопроводил его до машины. Сам полицейский от медицинской помощи отказался, назвав свой поступок обычным человеческим долгом. Вроде таковые, как героем себя я не считаю. На моем месте поступил бы каждый мой коллега, даже вот знакомые мои тоже так же поступили бы, потому что вот считаю это нормально. Но я бы хотел сказать, чтобы на тонкий лед не выходили. В принципе, чтобы свободно ходить, примерно 15 сантиметров хватает, чтобы уже нормально порыбачить. А так вот ниже 15 сантиметров это уже опасно. Новый цех по убою скота открылся в селе Хатасы. Предприятие проводит полный цикл первичной переработки мяса, а также предоставляет свои услуги для населения. Подробнее о его работе узнавал Тимур Колмогоров. Цех по убою скота начал работать в полную мощность с момента открытия на прошлой неделе. Здесь проводится полный цикл переработки мяса. От непосредственного умерщвления до снятия шкур, очищения потрохов, фасовки мяса и субпродуктов. Специальное приспособление там есть, как пистолет. Сначала им глушим, потом кровь спускаем, потом после снимаем кожу и пилой делим пополам. Появление цеха в округе Якутска позволяет жителям воспользоваться услугами забоя для себя или на продажу без необходимости далеко ездить. Ранее для этого приходилось перевозить свой скот в другие цеха в Хангаласском и Намском районах. Как вы знаете, по регламенту на мясо, мы для продажи населения мы должны скот забивать через убойный цех. А для собственного, они могут забить сами, но для продажи обязательно через убойный цех. Там и ветеринарно-сопроводительные документы, все должно быть в рамках закона. Наталья Дмитриева – владелица большого хозяйства, в распоряжении которого более 150 голов свиней и крупного рогатого скота. Открытие нового цеха недалеко от ее села, где она ведет свое дело, стало хорошей новостью. То, что у нас в Хатасах рядом открылся убойный цех, я лично очень обрадовалась, потому что я уже свободно могу мясо реализовать, продавать. Сегодня я привезла 6 голов свиней, потом привезу еще молодняк, крупный рогатый скот. Стоимость забоя скота составляет 8 тысяч за одну голову. С этим открытием сейчас в Хатасах работает 2 цеха по убою скота, что упрощает жизнь фермеров, которые могут спокойно и полностью реализовать свои продукты, обходясь без дополнительных затрат. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Хатасы. В России планируется увеличение максимального размера оплаты больничного листа. Согласно проекту бюджета Социального фонда России, на ближайшие 3 года в следующем году максимальная сумма выплат в день составит 6827 рублей. В последующие годы ожидается дальнейший рост. В 2027 году максимальный размер больничного достигнет 7860 рублей, а в 2028 году 8489 рублей. Повышение связано с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. В основе мастер-плана развития города Нерюнгри лежит создание необходимой инфраструктуры, включая современное доступное медицинское обслуживание. Капитальный ремонт корпусов больницы, оснащение ее современным медицинским оборудованием уже сегодня позволяет оказывать жителям квалифицированную медицинскую помощь. Подробности об этом далее.
На первом этаже блока Б Нерюнгринской центральной районной больницы сегодня активно функционирует отделение инструментальной диагностики. В него входят 3 подразделения – функциональная диагностика, эндоскопические и ультразвуковые исследования. Я закончила институт, ординатуру в Якутске и приехала сюда по селевому договору. Когда я только приехала работать, у нас был старый аппарат, сейчас нам выдали новый. Визуализация на нем очень хорошая, все хорошо показывает. И смотрим и сердце, и брюшную полость, и сосуды, все хорошо. Поток пациентов у нас большой, все смотрим. У нас еще этот экстренный кабинет, и у нас расписание, плюс у нас приемный покой, реанимация, все по экстренности. Юлия Симакова, заведующая отделением инструментальной диагностики, работает в Нерюнгринской центральной районной больнице более 20 лет. Тогда был в нашем распоряжении только один эндоскопический кабинет, внутри которого находилась моечная для эндоскопических аппаратов с одной раковиной. Потом у нас начали меняться санпины, федеральные все нормативные наши документы, которые нас обязали развернуть площадь гораздо большую сделать, отдельно сделать процедурную для проведения ФГДС, колоноскопии, бронхоскопии. Соответственно, к ним все моечные помещение пришлось разворачивать также. После реконструкции в отделении инструментальной диагностики мы видим кабинеты, обустроенные по всем нормам санпина, новое оборудование, аппарат для его обслуживания, шкафы для хранения, моечные машины. Эта аппаратура позволяет увеличивать в несколько раз картинку. Мы более мелкие начинаем участки видеть измененной слизистой, что нам позволяет брать прицельную биопсию и быть настороженными в процессах онкопатологии и выявлять на более ранних стадиях онкопатологии, потому что увеличивает аппарат настолько, что мы можем прицельно взять биопсию вплоть до клеточного уровня, дать уже гистологам уже тот материал, который именно подозрителен нам на эндоскопическом обследовании. Также во время оперативного вмешательства общий желчный проток осматривается эндоскопически на наличие в нем камней. И если эти камни есть, они напором воды вымываются с общего желчного протока, что позволяет избежать повторного оперативного вмешательства и закупорки общего желчного протока из-за находящегося там камня. Таким образом, реализуется цель перезагрузки медицины в Нерюнгринском районе, а именно повышение качества, доступности и удовлетворенности жителей уровнем медицинской помощи, снижение показателей смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Интенсив «Свой бизнес» стартовал в Якутске. Образовательная программа предназначена для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, желающих открыть собственное дело. Подробности в следующем сюжете. Решение стать предпринимателем, а значит нести колоссальную ответственность, легко не дается. Сделать первый шаг поможет интенсив «Свой бизнес». В сжатые сроки, всего за 5 дней, участники пройдут путь от идеи до готового бизнес-плана и узнают больше о подводных камнях предпринимательства. Это не первое обучение, это программа уже с подключением федеральных органов. Да? Так что у нас разработана и местная программа, мы будем ее делать чаще. Да? Сейчас мы изучили первую волну обучившихся, там примерно около 30% обучившихся уже успешно запустили свой бизнес и работают. То есть мы сейчас немножко программу скорректируем и будем делать ее чаще, может быть, раз в месяц. Все 25 человек, что стали слушателями курса, или ветераны боевых действий, или члены семей участников СВО. Логично, что и среди выступающих есть те, кто побывал на передке. Приветствовал публику герой России Алексей Петров. Но обладатель золотой звезды намерен не только выступать, но и поучиться. В планах у Алексея запустить свое дело. Я-то с сельскохозяйством пойду. Свой бизнес открывать буду. Чисто лошадьми пока, а потом буду коровами тоже заниматься. Что преподадут, научимся. Хотя целевая аудитория – это новички, интенсив будет полезен и для бывалых предпринимателей. Еще будучи военнослужащим, Владимир Паскачин приобрел АЗС в родном Верхневилюйском районе. А сейчас, перед масштабированием, он решил освежить знания. У меня свой бизнес. И хочу расширить его. Научиться чему-нибудь новому. Для себя узнать нового. Развиваться, что ли. Мне больше нравится на себя работать, чем на кого-либо. Лучший проект, рожденный во время интенсива, получит грант в 200 тысяч рублей. А все выпускники программы могут претендовать на льготный микрозайм до 2 миллионов рублей всего под 1%. Эржана Гармаева, Элита Махно, Якутск.
Ленчане написали большой этнографический диктант. В этом году площадкой для проведения всероссийской акции стала Центральная библиотека. Написали его более 20 человек. Участники признались, вопросы были не из легких. Подробности далее. Все готовы? В день проведения этнографического диктанта свободных мест в зале оказалось действительно много. Но, как заверили организаторы диктанта, площадка работала бы даже для одного участника. Поэтому в соответствии с протоколом ровно в 5:30 был проведен инструктаж и работа началась. Первым прозвучал вопрос от участника специальной военной операции. Возвели башню, которую назвали башней Согласия, Бар-Тагала. Признана самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Варианты ответов: А. Дагестан, Б. Ингушетия, В. Кабардино-Балкария, Г. Чечня. Продолжительность диктанта 45 минут. За это время участникам нужно было ответить на 30 вопросов. Каждый из них касался традиций и обычаев того или иного этноса, представители которого живут на территории России. Одним из сложных и одновременно интересных вопросов, по мнению участницы диктанта, стал вопрос о традиционных гаданиях народа Бурятии. Например, в Бурятии использовали для этого четырехгранные косточки шагай, также известные как альчики. Каждая из граней означает животное, играющее важную роль в традиционном хозяйстве скотоводов – лошадь, овцу, козу. Какое животное обозначает четвертая грань косточки шагай? Варианты – корова, осел, свинья, либо собака. Мой ответ был корова. В этнографическом диктанте приняла участие начальник управления культуры. Девушка призналась, что вопросы были сложные. На большую часть из них ответы она знала. Над некоторыми пришлось поразмышлять. Трудные вопросы, узнала очень многое. Завтра по итогам посмотрим, на какие вопросы мы ответили правильно, на какие неправильно. Будем читать, узнавать. И в следующем году тоже буду участвовать. Это у меня первое участие в этом этнографическом диктанте. О том, насколько верными были ответы на вопросы, участники большого этнографического диктанта узнают уже завтра. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. В СФУ открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения ученого, профессора и филолога Николая Самсонова. Экспозиция стала частью проекта «Подвиг СФУ. Память Победы» и собрала уникальные архивные материалы. Подробности в сюжете Софии Мельниковой. Выставка открылась в учебно-лабораторном корпусе университета. Здесь представлены рукописи, личные вещи, фронтовые записи, газетные публикации и редкие фотографии Николая Самсонова. Многие экспонаты выставили впервые. До этого их бережно хранили в архивах и в библиотеке университета. Мы представили его труды, более 60 документов и также периодику о нем. Николай Георгиевич Самсонов подарил нашей библиотеке свои книги. Более 3000 изданий. Его библиотека считалась одной из самых лучших на северо-востоке страны. Его имя хорошо известно не только в университете, но и за его пределами. В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем молодым, он отправился на фронт. Когда война закончилась, ему было всего 20 лет, но за плечами уже был опыт, навсегда изменивший его взгляд на жизнь. 1945 год он встретил 9 мая в Праге, когда ему было 20 лет. И по пути его отправили дальше вести войну с Японией. И только в 1947 году он возвратился, обратно поступил в наш университет. И тут же в этих стенах он стал великим человеком. Сегодня здесь также прошла встреча преподавателей и ветеранов специальной военной операции. Участники говорили о значении патриотизма и роли университета в сохранении памяти о героях. Для студентов такие выставки дают правдивую историю, потому что сейчас во времена развития социальных сетей и так далее, молодежь получает всю информацию во всем мире. И иногда некоторые информации они не фильтруются. Поэтому важно дать молодым, подрастающему поколению хорошую достоверную информацию, которая как раз-таки видно по письмам и так далее. Выставка продлится 2 дня, а уже 13 ноября состоится театрализованное представление, посвященное памяти Николая Самсонова. Экспозиция напомнила всем, история университета хранится не только в книгах, но и в судьбах людей, для которых долг и знания были смыслом жизни. София Мельникова, Айлита Махно, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.